Белый дом шокирован российскими требованиями. Какой будет реакция Дональда Трампа, который и так уже на грани? Жизнь россиян становится все дешевле. Кто побил антирекорды в стоимости, а кто умер, выходит зря. Рекордное количество голубей мира в РФ. Как связано это с вероятностью падения Крымского моста? И откуда паника в Кремле? Еще один русский дом закрывается. Где решили выгнать россиян из шпионского логова? И какие угрозы еще придумает Мария «Голос МИД» Захарова? Польшу трясет после выборов, рынки лихорадит, правительство срочно принимает решение. Идет ли речь о перевыборах? Польская экономика надеется на этот день. Или пан, или пропал. Медведев и Путин набирают народ в две разные армии. И многое другое. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Американские чиновники в шоке от меморандума Кремля, того самого документа, который Москва передала Киеву через Турцию на переговорах в Стамбуле. По данным ABC News, Россия выкатила ультимативные условия для 30-дневного перемирия. Либо украинская армия начнет отход из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, либо Киев должен заморозить мобилизацию, прекратить поставки оружия с Запада и вообще остановить любую поддержку своей обороны. Вашингтон, как пишет ABC, был готов к жестким требованиям, но даже для них это оказалось перебором. В администрации Дональда Трампа и среди украинских переговорщиков единодушно называют условия неприемлемыми и расценивают их как попытку Москвы затянуть процесс и сбить темп переговоров. Инсайдеры говорят прямо, Москва не ищет мира, она ищет паузу для перегруппировки. И хотя Трамп все еще дистанцируется от этого вопроса, избегает громких заявлений, американские власти предупреждают, если Кремль думает, что промедлением добьется уступок, он просчитался. Тем временем ни новых санкций против РФ, ни реальных шагов со стороны США пока не последовало, несмотря на жесткие заявления из Белого дома. Срыв года, мощнейший удар по имиджу, крупнейшее авиашоу России, которое собирало десятки стран и миллиарды контрактов, не состоится. Макса не будет, переносится на следующий год. Сами понимаете, какое сейчас время. Это МАКС, международный авиационно-космический салон в Жуковском под Москвой, который с 1993 года показывал, на что способна российская авиация. Его откладывали уже дважды. Сначала перенесли шоу с 23 на 24 год, потом еще на год вперед, а вот теперь снова срыв. Последний раз авиасалон прошел в 2021. Тогда это был праздник для Кремля. 800 компаний из 56 стран, десятки самолетов, громкие контракты на 265 миллиардов рублей. Казалось бы, Россия по-прежнему в игре. Ну а сейчас МАКС превращается во внутренний корпоративчик, где зарубежные делегации в лучшем случае заодно, а в худшем просто исчезли. Больших живых сердца! И рядом с вами любимый человек миллиона Леонардо да Винчи догадывается от Это витрина всей военной и гражданской авиации России. Если МАКС срывается, это тревожный сигнал для всей отрасли. Что-то явно идет не так. Существует ли она в принципе? Война все дороже, оплатить уже нечем. Еще один российский регион урезает выплаты новобранцам за контракт на фронт. Кто успел умереть раньше, заработал больше. А теперь резкое сокращение так называемых боевых бонусов. Еще один тревожный сигнал из глубинки России. С 5 июня в Башкортостане снижают единовременную выплату за подписание контракта с Минобороны. Было 1,6 миллионов, а станет всего 1 миллион рублей. Почти в 1,5 раза меньше. Особенно сильно ударят по тем, кто идет через обычные военкоматы. Региональная часть срезана вдвое, с 1,2 миллиона до 600 тысяч. В Уфе чуть мягче, там сохраняется муниципальная надбавка, но и там итоговая сумма упадет до 1,7 миллиона. Это уже 4-й регион, который пошел по этому пути. До этого выплаты урезали в Ямало-Ненецком округе почти вдвое, в Нижегородской области ровно вдвое и в Белгородской области с 3 миллионов до 800 тысяч. Правда, с желающими воевать все равно проблема, хоть и по официальным данным их меньше не становится. Дмитрий Медведев, к примеру, заявляет, что с начала года уже 175 тысяч контрактов. Путин говорит, что 50-60 тысяч ежемесячно. Воинские части по состоянию на сегодняшний день
Прибыли почти 175 тысяч военнослужащих, если говорить о тех итогах, которые мы в настоящий момент имеем. Американская и европейская разведки дают более скромные, но все равно высокие оценки. От 30 до 40 тысяч человек в месяц подписывают контракт. Но что будет, когда денег на выплаты не останется совсем? Сколько человек подпишут контракт без миллиона в кармане, а только с угрозой давления? Или уже прямо сейчас их убеждают по-другому? На войну бы они нашли ресурсы. Это означает, что меньше стало давления. Значит, все-таки они понимают, что интенсивность боевых действий станет меньше, и что, в принципе, там, наверное, нет такой необходимости набирать вот эти толпы, и что там сейчас обратная проблема у Путина будет. То есть, если сейчас будет какое-то, не замирение, понятно, замирения не будет, я ни в какие мирные договоры не верю, но я понимаю, что Путину интенсивность надо боевых действий снижать и превращать все в историю типа того, что было в 2014-2022 годах. Россияне не хотят воевать. Это уже не просто тренд, это резкий сдвиг в общественном настроении. Рекордное количество жителей Федерации очень стремятся к миру. Поддержка переговоров с Украиной выросла до максимума с начала широкомасштабного вторжения. По свежим данным Левада-центр, 64% россиян в мае заявили, что поддерживают мирные переговоры с Украиной и хотят окончания боевых действий. Это максимум за все время войны. А с марта доля сторонников мира выросла сразу на 6%. Параллельно рекордный минимум поддержки продолжения войны. Только 28% опрошенных считают, что боевые действия нужно продолжать. Для сравнения, еще год назад таких было вдвое больше, 48%. Показательно и другое. 20% опрошенных назвали переговоры 16 мая в Стамбуле одним из самых запомнившихся событий месяца. И 87% россиян поддержали сам факт этих переговоров. Если народ массово говорит «хватит», а власть делает вид, что ничего не происходит, сколько это может еще продлиться, этот разрыв между обществом и Кремлем? Но это если считать, что такие исследования проходят без руки Кремля, что вряд ли. А как думаете вы? Напишите в комментариях под этим видео. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Политический кризис в Польше. Страна готовится к проверке на прочность. Дональд Туск требует вотум доверия своему правительству. Правительство не уходит в отставку после президентских выборов. Премьер-министр просит у парламента голосовать. Nie zmieniła się w Polsce konstytucja. Конституция Польши не изменилась, наши обязательства не изменились и ожидания граждан не изменились. В Польше правительство управляет страной, что является большой обязанностью, большой честью. И даже если мы чувствуем, что это может быть сложнее, чем некоторые из нас думали, вы здесь для сложных дел, а не для легких. И если кто-то предпочитает легкие дела, то, конечно, ему следует искать другую работу. Злотый падает, фондовый рынок проседает, и все это сразу после победы евроскептика Кароля Навродского на президентских выборах. Инвесторы нервничают, фигура нового президента, кандидата от «Права и справедливость» обещает перемены, но в какую сторону? Уже во вторник индекс польской биржи ушел в минус на 1,4%. Это четвертый день подряд, когда акции обваливаются, а злотый слабеет по отношению к евро, уже минус 0,71%. И это тоже четвертая сессия сплошного отступления. Это еще не все. Рынки затаили дыхание в ожидании решения Центробанка Польши, которое будет в среду. Если к политике прибавится еще и неожиданный поворот в монетарной сфере, злотый может пойти в пике. Германия бьет тревогу. В Берлине все громче звучат требования к жестким мерам против России. Депутат Бундестага Родрих Кизеветер из ХДС жестко заявил: Германии пора выгнать всех оставшихся российских дипломатов. Не просто выслать, а прям так и сказал, всех агентов и дипломатов. Еще там требуют закрыть Русский дом. Это культурный центр при российском посольстве, который в Германии давно воспринимают как прикрытие для влияния Кремля. По словам депутата, вместе с ним нужно прикрыть и другие дипломатические и так называемые культурные площадки Москвы в стране. Мы должны выслать оставшихся агентов и дипломатов. Необходимы меры против вербовки так называемых агентов низового уровня. Также следует закрыть Русский дом в Берлине и другие подобные учреждения. Помимо этого, нам необходима законная возможность проверять и удалять аккаунты в социальных сетях, а также ужесточить правила использования алгоритмов. По словам Кизеветера, рост кибератак и саботажа со стороны Москвы колоссальный. Причем речь идет уже не о подозрениях, а о прямых обвинениях. И это не только его мнение. К антироссийской риторике подключаются даже бывшие министры.
Пока Илон Маск запускает сотни беспилотников в России, 5G-связь решили поднять на кукурузнике. Да, вы не ослышались, модернизированный ТВС-2МС, то есть советский самолет с деревенским прошлым, стал платформой для первого в стране летающего 5G. С него управляли 5 дронами и раздавали интернет, как будто это Wi-Fi в маршрутке. Причем подключались обычные смартфоны, а не модемы с ведроразмерной тарелкой, как у Starlink. Типа берите, люди, и пользуйтесь. Связь с неба прямиком из кабины летающей легенды. Это, говорят, демонстратор будущей российской спутниковой 5G-сети. Пока не спутник, но уже летающая балалайка с антенной. Главное, работает, причем на фазированной решетке, как у серьезных взрослых радаров. Устойчивый сигнал, даже если все это чудо летит, как пьяный аист. Во-первых, чтоб без тарелок Маска, во-вторых, чтоб дроны летали, а военные не только могли стрелять, но и лайкать. В-третьих, потому что до ближайшей вышки в тайге 700 километров, а тут бах и купол связи. Но есть нюанс. Никто не говорит, как решили проблему с задержками, энергией, антеннами, помехами, кибербезопасностью и всем тем, на чем живет Starlink. Может, и не решили совсем, но зато есть кукурузник с Wi-Fi, и это уже не смешно, а перспективно. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.